Башкирский государственный педуниверситет имени Мифтахиддина Акмуллы отмечает 55 лет со дня основания. Что для Высшей педагогической школы республики означает этот юбилей и каковы дальнейшие перспективы вуза? Об этом сегодня поговорим с ректором БГПУ имени Акмуллы Салаватом Сагитовым. Салават Талгатович, здравствуйте. Добрый день. И все-таки 55 лет – это много или мало? Потому что старейшие вузы мира уже отмечают даже, наверное, третий, вторые века со дня своего основания. Ну, давайте так. Первый учительский институт в Башкортостане, в Уфе, был организован еще в прошлом веке. И потом он стал классическим университетом. Потом, вернее, до 1941 года он существовал как Башкирский государственный педагогический институт имени Тимирязева, а в 1941 году его трансформировали в то, что мы сейчас говорим, вот классический наш университет. Но жизнь не стоит на месте, и в 1967 году был организован наш уже педагогический институт, но не университет. Я думаю, причина здесь была одна – нехватка высококвалифицированных кадров. Поэтому, когда мы говорим, много это или мало, я думаю, здесь надо не столько за цифрами гнаться, сколько лет университету, а зачем он был создан, для кого он был создан, какие функции выполняет и будет выполнять. Так вот, особенно, я думаю, все убедились в период пандемии, что, несмотря на все возможности цифрового образования, учителя ничто не способно заменить как такового. Поэтому нашему университету, может быть, не так много лет во временном, в планетарном масштабе, но за эти 55 лет 60 тысяч выпускников, высококвалифицированных учителей вышли из стен нашего вуза. Вот раньше все-таки шпильку небольшую такую вставлю. Педвуз не очень пользовался большой популярностью среди абитуриентов. Но сейчас Башкирский педагогический университет входит в пятерку лучших вузов республики, если не сказать выше. Что такого изменилось, что вдруг привлекло молодых людей именно в педвуз? На самом деле, вот 90-е годы, когда было такое духовное безвременье, оно, наверное, сыграло свою роль, причем неблаговидную, неблагозвучную, когда все, что касается духовности, все, что касается действительно гуманитарного направления, оно все как-то ушло на второй план. Почему-то считалось, да и у многих в головах и сегодня это есть, что необходимо развивать только технические направления, что фундаментальная наука и так далее, и так далее, и так далее. Безусловно, это важно, но никакая фундаментальная наука не будет нормально развиваться, никакие технические направления не будут нормально развиваться, если в школах наших детей будут учить учителя, извините за тавтологию, давать знания учителя, которые по своему уровню не способны это делать. А современная молодежь, наверное, привлекает то, что, во-первых, наш университет уже давно вырос только из рамок педагогического. У нас 2/3 наших специальностей, 2/3 наших направлений – это педагогические науки, естественно же, мы для этого созданы, и во благо этого и работаем. А треть – это те специальности, которые, опять-таки, веление времени. Это переводчики, это инженеры, это айтишники, это экологи, это биологи, это генетики. То есть это художники, и самое большое разное количество направлений. И дети с удовольствием идут как на педагогические, так и на непедагогические специальности. Я могу сказать следующее, что по итогам прошлой приемной кампании 2021 года средний балл в БГПУ на бюджетные места составил 69,7 баллов, а на общие места, то есть плюс внебюджет, 68,7. Не намного. 1 балл разницы, это, уверяю вас, не так много. Это к тому, что и даже на коммерческое обучение идут подготовленные ребята, которые хотят этого. А вообще перспективы какие у вуза? То есть все равно основная статья, скажем так, студенческая – это педагогия. Конечно. Но, тем не менее, все равно вы заглядываете в перспективу, чему будете учить молодых людей, которые будут, например, приходить в этом году, в 2022, чтобы учиться дальше? Вы знаете, на сегодняшний день по всей стране, и наша республика в этом не исключение, гигантская нехватка учителей, количественная. Около 200 тысяч учителей не хватает в Российской Федерации. Это как раз из-за того, что в 90-е не шли учиться. Это как раз, что не шли в учителя, и что сегодня иногда это мнение преобладает. Но, во-первых, большие слова благодарности нашим пенсионерам, те, которые действительно сегодня, несмотря на свой возраст, они до сих пор в школах, в садиках и в других учреждениях образования и отдают свой долг, что так называемый, И мы в год принимаем где-то по 1600 человек. Из них, еще раз говорю, 2/3 это педагогическое направление. И этого мало. Это на самом деле мало, и поэтому идут и коммерческие ребята.
И самое главное, учитель завтрашнего дня и даже уже сегодняшнего — это не просто человек с указкой около доски, это не просто человек, который рассказывает предмет. Мы привыкли, с нашего детства мы привыкли слышать: сейчас молодежь другая, да, сейчас дети другие. Сегодня, можно сказать, ровно то же самое. И каждое поколение детей, каждое поколение школьников, причем первый класс разнится от пятого, от седьмого, от 11 и ввиду своего биологического развития, и ввиду временного развития, которое сегодня, опять-таки, в нашей стране, во всем мире есть. И каждому поколению нужен свой подход. И учитель, он должен быть, конечно, прежде всего предметник, он должен знать свой предмет, он должен знать методику преподавания, он должен знать психологию, и он должен отлично разбираться в IT-технологиях. Сегодня, опять-таки, для современных детей это очень важно. И я могу сказать так, вот даже на одном небольшом примере. У нас есть кафедра дошкольного воспитания. И когда люди посещают эту кафедру, все до сих пор, видимо, представляют, что воспитатели в садике можно готовить и готовят. Это бумага, это сахарная вода и это ножницы, когда на Новый год вырезают снежинки и клеят их, значит, на окно. Салфетки Да, еще. салфетки, да. А когда видят то технологическое оборудование, которое стоит, и говорят: и вот это все для воспитателей, именно это все для воспитателей. Я могу сказать, что у нас, по сути дела, на каждой кафедре стоит оборудование, которое, может, в школах еще его сегодня и в садиках сегодня нет, но завтра оно там появится. А мы уже на нем сегодня учим, потому что без этого нельзя. Ну вот вы предвосхищаете мой вопрос по поводу того, что престиж высшей школы определяется, ну, прежде всего, педагогами, которые преподают студентам, Конечно. и техническим оснащением вуза. Вот как обстоят дела в Башкирском педуниверситете? Ну, частично вы уже рассказали, как. Но, я так понимаю, раз кафедра не одна, то и техническое Конечно. оснащение совершенно Конечно. разное. Но я бы, наверное, начал немножко с другого. Я могу сказать, что наш университет — участник всех прорывных проектов Российской Федерации касаемо науки и образования. В первую очередь, это, естественно, Евразийский научно-образовательный центр, который у нас в республике создан постановлением правительства Российской Федерации. Мы полноправный резидент этого, мы занимаемся нанотехнологиями. Опять там, что же, многих вопросов: а что делает в Евразийском научно-образовательном центре Башгоспедуниверситет? Это нанотехнологии, это высшая математика дифференциального уравнения, и это альгология, это наука о водорослях, а водоросли сегодня — это будущее на самом деле, потому что на водорослях основываются многие компоненты, многие современные материалы. Поэтому Водоросли вообще или водоросли в науке. пресноводные? Водоросли в науке, водоросли в науке. Вот мы участник Евразийского научно-образовательного центра. Мы являемся партнером, мы являемся участником программы «Приоритет-2030» с одним из ведущих вузов Российской Федерации. В части у нас есть проект по полилингвальному, поликультурному образованию. Кроме того, у нас развивается движение WorldSkills. У нас на сегодняшний день 11 лабораторий WorldSkills. Опять-таки, это практикоориентированность, это современное оборудование. И уже ребята, учась и в нашем колледже, и в нашем университете, на этом оборудовании уже проходят практику определенную. Кроме того, могу сказать, что вот вы правильно заметили, что же еще есть в университете. Ну, назову там, наверное, 2-3 цифры. За последние 3 года мы вложили в развитие университета порядка 400 миллионов рублей. Из них более 200 миллионов мы вложили за 2021 год. Здесь и собственные средства, здесь и привлеченные средства. Ну и самые большие средства, это которые нам выделили в соответствии с поручением президента страны Владимира Владимировича на послание 2021 года. Отдельной строкой впервые за всю историю выделил педвузы и дал поручение правительству Российской Федерации 10 миллиардов рублей на 2021-2022 год выделить. И вот в прошлом году из 5 миллиардов, которые были на прошлом году, мы получили по 200 миллионов рублей нашего университета. Это по программе модернизации педагогических вузов. Именно, да. То есть вуз башкирский вошел в число лидеров. Естественно, да. Там все 33, их не так много, кстати, осталось чистых педагогических вузов, по всей стране всего 33. Все получили ту или иную финансовую сумму. Но могу сказать, что наш вуз отнесен среди вот этих 33 в первую категорию. Таких вузов всего 5. Это наши коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. И мы получили максимально возможную сумму, что позволило нам построить, можно сказать, заново построить технопарк. Потому что мы полностью сделали капитальный ремонт помещений, там, с заменой проводки.
Понятно, там ремонт стен, полов и так далее, и так далее. Но самое, наверное, для технопарка мы закупили современнейшее оборудование, и планируется в начале февраля с участием президента страны единовременно открытие всех 33 технопарков, но, видимо, в онлайн-режиме, да, исходя из той ситуации, которая есть. Кроме того, мы направили большие средства на наши мастерские, на наши лаборатории. И сегодня у нас полностью, можно сказать, обновился худграф, факультет, художественно-графический факультет. Но у меня было ощущение, что ремонта там не было с основания. Сейчас, вот завтра мы будем его открывать торжественно, и я думаю, и студентам будет приятно, и выпускникам будет приятно, что в старинном здании приятные условия, красивые, где можно получить хорошее образование, потому что педагоги у нас очень, прекрасно у нас. Тем более, что у этой кафедры есть очень хорошие выпускники. Да, это свет, весь свет сегодняшнего изобразительного искусства республики, это выпускники худграфа, тогда еще БГПИ, да, ну и потом уже БГПУ. Кроме того, у нас факультет исторического, правового, гуманитарного образования, мы сделали полный капитальный ремонт, и опять же таки пытаемся совместить, может быть, на первый взгляд несовместимое. У нас будет определенная лаборатория гуманитарных исследований, которая основана на цифровых технологиях. И надо сказать, что вот этот наш опыт, он привлек внимание Министерства просвещения России, потому что ни в одном вузе педагогическом, чтобы гуманитарные составляющие вот так пытались отразить в цифре, пока нет. У нас серьезное обновление в Институте физики, математики и нанотехнологий. И действительно мы приобрели большое количество оборудования. На факультете, естественно, географическом тоже будем запускать в ближайшее время аппарат, который... Там одна колба только 9 миллионов стоит, условно, и нам позволит это как раз в рамках Евразийского НОС проводить более глубокие, глубинные исследования с привлечением ведущих умов со всей страны. И не только страны, и со всего мира. Поэтому это вот только часть, которую мы сделали. Кроме того, мы провели ремонт некоторых общежитий и будем продолжать. Деньги, еще раз говорю, это очень важно, но очень важно, что с удовольствием таким помогает. Вот в этом вот сейчас, допустим, идет процесс подготовки этих помещений, и все кафедры, все студенты с большим удовольствием действительно помогают там помыть, субботник организовать, да, то есть это не из-под палки, потому что всем хочется побыстрее туда зайти. Ну и задачи, которые мы ставим, не останавливаться на достигнутом, потому что есть куда стремиться. В первую очередь, это наше общежитие, которое нужно ремонтировать, наверное. А в целом могу сказать, что по своему техническому оснащению наш педвуз, наверное, один из лучших в стране, и это без ложной скромности подтвердили мои коллеги. Мы проводили в конце декабря здесь всероссийское совещание для ректоров педвузов, и все с уважением высказали, что много того, что есть в башкирском педвузе, в других педвузах пока о нем так сказать, мечтают мои коллеги. Пока другие коллеги мечтают, не могу не задать вопрос, когда начнется приемная кампания в Башкирский государственный педуниверситет? Что-то будет меняться по сравнению с прошлыми годами? Общая приемная, у нас приемная кампания, как и по всей стране, начнется. Сейчас мы ждем 1 февраля, когда дети будут выбирать ЕГЭ, последний день выбора ЕГЭ. Далее у нас уже сейчас идут наша Якмулинская олимпиада, где принимают участие дети с 8 по 11 класс. Плюс большая работа предстоит, опять-таки, по рекламе, что ли, вузу, да, потому что действительно те изменения, которые в вузе произошли, они ведь произошли не только в части приобретения компьютеров, оборудования. Нет, мы полностью сейчас пытаемся поменять учебный процесс, чтобы он был максимально приближен к практике. И этому способствует принятое решение на уровне Министерства просвещения России, что должно быть единое педагогическое ядро высшего образования, когда все вузы России будут обучать педагогов по одной программе. Опять-таки, это же было, это же мы проходили в советское время, да, но потом вот это безвременье, и получилось так, что, может быть, даже кто-то, кто в лес, кто по дрова готовит учителей. А по идее, когда мы говорим о едином образовательном пространстве, мы и учителей должны готовить примерно одинаково. 72% это должно быть определено, это такая базис, который нацелен именно на практикоориентированность. Остальные 28 это наши региональные особенности и так далее, мнение вуза, в зависимости от того, какие ученые есть, какие направления развиваются. Поэтому я думаю, что мы сумеем в течение зимы, весны подготовить и показать потенциально нашим абитуриентам и их родителям все наши возможности, и в мае, в июне будем начинать принимать документы. И возвращаясь к началу, 55 лет вузу, как будете отмечать юбилей? Увы, пандемия, естественно, вносит свои коррективы. Хотелось бы
непосредственно день в день, там, 18 января, да, когда был подписан приказ Министерства просвещения РСФСР тогда еще о создании Башкирского пединститута. Но большие мероприятия мы отложили, и глава региона об этом говорил, и ситуация за окном, что называется, нам это подсказывает. Мы планируем, если все будет хорошо, провести красочные большие мероприятия с приглашением выпускников, с приглашением ветеранов, коллег из других регионов, других вузов, дай бог, в апреле. А сейчас мы вот проведем такое торжественное расширенное заседание нашего ученого совета, где будем чествовать тех, кто отличился вот за последние 2-3 года государственными наградами, дипломами, благодарностями министерств, ведомств. Ну, и еще раз говорю, очень хочется надеяться, что все-таки мы сможем и для широкой общественности провести такого рода мероприятия. Еще один праздник впереди. День российского студенчества, Татьянин день. Опять-таки вопрос, будет как-то педвуз отмечать? Вот мы как раз 25 января и будем проводить расширенное заседание нашего ученого совета Татьянин день. Ну и традиционно мы в нашем университете уже много лет ректор печет торт, раздает его студентам, но медовуху тоже разливаем. Спасибо большое, Салават Талгатович. Спасибо. Поздравляем вуз и вас с юбилеем. Надеемся, что наш педуниверситет будет в числе лучших не только в России, но и во всем мире. Мы будем стараться. Спасибо. Нашим телезрителям я напоминаю, что о том, как сегодня живет Башгоспедуниверситет имени Мифтахиддина Акмуллы, о юбилее вуза мы беседовали с ректором БГПУ Салаватом Сагитовым. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь.